Здравствуйте, уважаемые жители Республики Башкортостан. У нас сегодня очередная серия «Башкирской весны», и со мной Разиф Абдуллин. Надеюсь, все его узнали. Это наш журналист, и я регулярно бываю гостем программы «Аспекты». Здравствуйте, Разиф. Добрый день, Дилар Заклан. Но очень непривычно ощущать себя в роли не человека, который ведет разговоры, который должен, наоборот, быть ведомым. Ну, мы теперь уже давно знакомы, судя по своему, по всей, скажем, это моей общественной жизни. И вот все-таки вот этот первый вопрос. Как вы ко мне относитесь? Потому что я тогда сказала, я его задала, вы сказали, подумайте. Да, вы потом отвечали на этот вопрос. Но, тем не менее, может быть, повторимся для людей. Вот вы меня реально видите раз в месяц железно, берете у меня интервью, мы разговариваем до-после интервью. Вы верите вообще во всю эту историю со мной, скажем так? Тем более вы знаете именно вот эти вот запросы людей. Ну, я еще побывал вот только что на встрече с общественниками и видел конкретный разговор ваш с людьми. И мне, знаете, что понравилось? Что вы не чураетесь общения с обычными людьми, которых волнует что-то. В данном случае кого-то волнует экология, кого-то что-то еще волнует. И, на мой взгляд, это вот именно это качество, оно заставляет меня поверить в вас. Если бы вы сидели в кабинете где-нибудь, и к вам приходили на прием и на поклон, это была я бы бы сказал, история. да, это была бы другая картина. Но вот тем более, вы многих политических деятелей наблюдаете в прошлом, те, которые чего-то хотят. Вот ваш реальный расклад. У нас сегодня вообще политика есть, нету, и есть ли у этой политики лидеры, скажем так? Вот такие яркие, я не знаю, представляющие какие-то группы. Знаете, мне довелось общаться довольно близко с Муртазой Губайдуловичем Рахимовым. Довелось брать одно из первых интервью у Рустема Хамитова. К сожалению, с Радием Фаридовичем такого опыта не было, но общался с ним во время каких-то встреч с журналистами. Такое тоже было. И замечания, к сожалению, все вот эти молодые последующие руководители, они проигрывают Муртазе Губайдуловичу Рахимову. Все-таки не хватает. Да, потому что я видел, как он общается с людьми. А в чем разница? Вы знаете, по крайней мере, вот при мне, когда он разговаривал с людьми, и они жаловались, допустим, на то, что школа не отремонтирована. Рядом стоял помощник Урал Насарович Бакиров. И Рахимов говорил ему, запиши это. То есть он брал на заметку те требования людей, те запросы людей. И потом это, в принципе, выполнялось. Вот. И это было достаточно так наглядно видно. При Рустеме Закиевиче такого уже я, честно говоря, не видел. Вот. А как общается Ради Фаридович с людьми, я, честно, тоже плохо могу представить. Я, может, видел один раз, когда он выступал после баймакских событий, впервые он появился. Это был просто монолог, вот, и не было общения. Это не общение. И поэтому вот важно, самое главное качество политика, на мой взгляд, это умение общаться с людьми, держать с ними связь, понимать, что ты от них зависишь, а потом уже они от тебя зависят, а не наоборот. То есть это вот такая вот диаграмма вниз у нас, по сути дела, политической жизни. По качеству политической жизни, да. Шансы. Ну вот, а новые люди, новые лица, или там молодежь, или, я не знаю, вдруг проснувшиеся люди. Вот кроме меня вообще кто-то есть? Я, честно говоря, ведь далека была от этого мира. Это очень сложный вопрос, потому что так, к сожалению, получилось в нашей стране, в целом, не только в Башкирии, что политическую конкуренцию старались давить, гасить. Чтобы была монополия какого-то одного человека или одного представителя в том же регионе. И сейчас каких-то таких ярких личностей, я, конечно, могу назвать целый ряд достойных людей. Хороших людей, будем так говорить. Которые, в принципе, я бы им доверил. Но они сами... Но они сами не проявляли желания, да. Вот это вот. Ну, это да, это уже не политические лидеры, это политические кандидаты. Я хочу сказать, если говорить о тех политиках, вернее, о тех людях, которых хотел бы видеть во главе республики, я хочу, чтобы они были честные, морально чистые. Таких много. Они есть. Но как политики, таких я еще не вижу, к сожалению. То есть поле чистое. Тогда у меня вот разве самый-то смешной вопрос. Вас-то что привело в это, во всю, скажем так? Вы все-таки, наверное, уже политический обозреватель. Вашу вот эту профессию. Я с 90-х годов занимаюсь политикой. Вот как раз у меня карьера начиналась в Уфе с газеты «Экономика и мы» в 90-е годы. И как раз
политика была на мне. То есть я знаю всех вот этих и бывших лидеров СБМ, почему у меня есть фотографии на их мероприятиях, я как журналист присутствовал. И мне удалось побывать на тайной встрече даже с Муртазой Губайдулловичем Рахимов, с ребятами во время протестов. Ну, много таких моментов было. То есть мне считаю, повезло. Но это журналистское вообще счастье быть, как говорится, там, где никого не было. Да. И еще у меня есть опыт чисто политический, потому что я еще до приезда в Уфу после службы в армии я баллотировался депутатом в Дальнереченский горсовет на Дальнем Востоке и победил выборы как в горсовет. То есть у меня есть такой опыт успешный. И поэтому политика мне всегда была интересна. Она у нас вообще перспективы имеет? Она вот в будущем политика, она вообще нужна? Или, может быть, вот реально правы те, кто говорят, назначенцы, вертикаль власти, я не знаю там? Нет. Нужна всегда конкуренция, я только за это. Нужна всегда... Какие-то выборы должны быть, реальные выборы. Не так, что между... Я постоянно повторяю этот пример, такой бытовой. Я прихожу на рынок, хочу купить картошки. А мне говорят, вот тебе соленый огурец, вот тебе тухлый огурец, вот тебе свежий огурец. Выбирай из огурцов. А мне нужна картошка, ребята. То есть я хочу выбрать. А такого выбора сейчас в данный момент не происходит. Тогда вот тут сразу второй вопрос. Вот, Рамиль, задам, наверное, всем будет любопытно, потому что я вот, когда первый раз с этим словом столкнулась, оно мне жутко не нравится в чем-то. Вы оппозиция. Потому что то, о чем вы говорите, конкуренция – это не оппозиция, это все-таки как раз игра по государственным правилам. Или как-то я не права? У нас сейчас на выборах не идет реальная альтернатива, нет выборов, есть имитация выборов. Я не хочу имитации, зачем мне играть, притворяться? Давайте перестанем обманывать друг друга. Давайте все-таки предлагать альтернативу. Вот человек хочет картошку или огурец, выбирай. И пусть люди голосуют, выбирают. А те, когда говорят, возьми соленый огурец или простой огурец, ну, собственно, не с чего выбирать. Тогда вы оппозиция. Нет, я здравый смысл. Здравый смысл. Слушайте, мне лично нравится вот это вот, скажем так, определение и понятие, как называются люди, которым вдруг охота что-то другое, да, и которые не согласны, наверное, жить по чему-то шаблону, чему-то сценарию. Какой бы вы сценарий для Республики Башкортостан нарисовали в будущем? Вот будущий наказ, я всегда говорю, главе Республики Башкортостан, на что он должен посмотреть? Мне кажется, сейчас главная проблема – это экологическая проблема. То есть, как люди страдают в том же Стерлитамаке, Салавате. Я хоть там лично не живу, но это чувствую. Я как журналист освещаю эти проблемы, часто встречаюсь с экологами, и со специалистами, и с экспертами. И мне прекрасно понятно, что там, например, нельзя строить в экономической зоне Алга какие-то новые химические производства. Почему этого не понимает руководство республики, мне непонятно. Это же очень такой на поверхности. Непонятно, потому что не интересуетесь, или непонятно, потому что не объясняют, или вы категорически понимаете, что все понимаете и знаете, и не понимаете, как можно было принять это дурное решение. Ну, я примерно представляю, что вроде бы поставили на чашу весов деньги, инвестиции, а на второе – экология, здоровье людей, и выбрали инвестиции. А я вот за здоровье людей все-таки. Все-таки государство должно в первую очередь выполнять свои социальные задачи, а уже потом зарабатывать на людях, да? Конечно. По сути дела. Конечно. Хорошо. Вот смотрите, я когда зашла в политическое поле, мне сразу сказали, официальные СМИ тебя навряд ли. Вообще не суйся даже. Ну, собственно, практика таковая есть, да. Там даже попыток не было. Хотя, кстати, вот любопытный тренд. Сами журналисты, которые работают в официальных СМИ, они выходят ко мне, они мне дают профессиональные советы. Но фактически не предлагают, что ли, своим каналам. Оппозиционные, как вот их называют, да, это давайте вот... назовем это альтернативные. Альтернативные. Я была тоже вот за это. Их здесь, раз-два и обчелся. То есть я помню 90-е, когда вот эта вот особенно программа «Взгляд» качнула тогда достаточно серьезно, да, фактически всю Российскую Федерацию, и, собственно, легендарные имена у всех до сих пор, да, на слуху. Но у нас это четвертая власть, то, что мы родили, она есть? Ну, вы знаете, она, к сожалению, все меньше и меньше ее есть. Она осталась в Ютубе, в Телеграме, в тех профессиональных редакциях, которые по-настоящему профессионально выполняют свои обязанности. Я поясню сейчас, как именно. Ну, например, редакция Пивоварова, который признан там иностранным агентом. Не знаю, тот же Дудь, который тоже признан иностранным агентом. Вот. Многие другие СМИ есть. Для меня таким
эталоном, что ли, образцом является мобильное приложение «Эхо», например. То есть там все журналисты от высшей радиостанции «Эхо Москвы», в которой я и работал, где мне повезло поработать. Вот. А что касается профессионализма, то есть в чем вообще суть профессии журналиста? Вот столер, он что делает? Строгает. Учитель учит, врач лечит. А что делает журналист? Он задает вопросы от имени своей аудитории, то есть ради своей аудитории. То есть он ее понимает и знает. Ну, а мы понимаем, что сейчас, к сожалению, и это было, я работал на государственном телевидении, я понимал тогда, что моей главной аудиторией был единственный человек. Первое лицо республики. И это была моя аудитория. Но это же неправильно. Это куча денег тратится ради одного человека или там группы людей. Это же тоже неправильно. Круг интересов совпадет. Ну, это неправильно. Надо, чтобы ты отвечал на вопросы, на запросы людей, что их волнует. Я вот не вижу никаких репортажей о судьбах задержанных по Баймакскому делу. Я удивлена, честно говоря. СМИ. Они же люди. Они же Почему есть. про них нельзя рассказать? Ну, про каких только воров в законе не рассказывают. Тогда вопрос такой простой. Я помню, когда я заканчивала школу, это вот аккурат был 91 год, собственно, в 92-м я поступала уже в институт. Это вот, собственно, и есть. Кончился Советский Союз. И мне повезло, вот в этот перестроечный период нас уже и по старым учебникам учили, и новых не привезли, и нас заставляли читать все подряд. Потому что реально учителя сами не знали, с чем ты будешь поступать вот в следующем году в институт. И я считаю, это было уникальное время, потому что то, что было запрещено, я прочитала тогда. И я помню один из выводов, скажем так, ну фактически общий, что цензура похоронила СССР. Вы можете сказать, что сегодня есть цензура? Конечно, есть. Конечно. Она реально такое страшное оружие, что оно может похоронить страну? Но тут дело даже не в самой цензуре, а в том, что любое общество не может нормально развиваться, если оно на себя в зеркало не посмотрит и не увидит, в каком состоянии оно находится. А если ты что-то запрещаешь говорить, запрещаешь слова, запрещаешь какие-то темы, то общество не увидит, и страна в целом, в каком состоянии мы находимся. А это значит, вот представьте себе, что вы едете в автомобиле, закрыли глаза и уши, едете на скорости. Что с вами случится? Я не тронусь даже. Нет, мы же двигаемся. Вы попадете в аварию элементарно. И мой вывод, он, может быть, на таких простых примерах, общество рано или поздно придет к какому-то большому кризису. Большой беде даже, можно сказать. То есть, вроде, казалось бы, мелочь, да, свобода слова, который, ну, подумаешь, там, на кухне поговоришь, вот это вот из серии. Не обязательно же тебе на улице или там везде кому-то говорить. Но вот сейчас это объясняется, скажем так, с достаточно жесткой внешнеполитической ситуацией, скажем так, угроза иностранного влияния на безопасность нашей страны. И даже, кстати, этому есть достаточно яркие подтверждения. У нас идет СВО, у нас так или иначе регистрируются те или иные теракты, да, нападения, скажем так, на территории Российской Федерации. Обосновывается введение достаточно жестких ограничительных мер именно, ну, скажем так, безопасностью людей. Это обосновано, как вы считаете? Нет. Если брать выбор безопасности и свободы, если ты лишаешься свободы, ты рано или поздно и лишишься и безопасности. Потому что вот то, что я говорю, если ты не знаешь реальное состояние вещей, ты не сможешь предотвратить какие-то определенные... Тот же теракт в Крокусе, по идее, ну, вот он показал, что мы беззащитны. Мы беззащитны. И цена жизни ерундовая. До Татарстана долетают беспилотники. То есть, ну, много чего такого, что могло бы не случиться, если бы была бы нормальная свобода слова. И мы бы могли всегда реагировать. Вот я еще один такой момент помню, который у меня вот всегда вызывает вопрос. Наверное, только вам, Рамиль, Разиф, могу задать, да, уже извиняюсь, сегодня заболтались, задать вопрос. У меня... Вот госслужба. Я как из госслужбы вышла, и я иногда не понимала людей. То, что говорится на телевизор, на ящик, кстати, госслужащим, это не совсем есть правда по определению. И вообще в быту, кстати, очень все же милые люди, да, очень порядочные, очень, кстати, интеллигентные, очень образованные люди. Но уникальный момент именно... Вот, скажем, с действующей властью я столкнулась со странной историей. То есть тот круг, пускай там кто угодно его называет, элитарным, там, избранных, да,
Но он внутри был интеллигентен, он был настроен по-другому. Они могли там, условно говоря, в силу своих амбиций демонстрировать на внешний фон все что угодно, но внутри он был интеллигентен, порядочен. И если бы кто-то сказал, с кем ты хочешь общаться, да, это были культурные люди. Сейчас это не так. Как так получилось, что в это сливки общества добавилось, это даже не ложка дегтя. Она перестала быть, скажем так, престижной, интеллигентной средой. Вот я к чему. Ну, не знаю, я помню... Или вы это не видите? Я не вижу этого. Я помню 90-е годы, когда мы спорили, что важнее, капитал власти или власть капитала. То есть, что важнее, деньги или нахождение в административном ресурсе, постах, пускай, да, будет. И 90-е они так как бы качели какие-то были. В итоге все-таки капитал власти победил. Вот. И раз он победил, туда устремились все, в том числе, и, скажем, не совсем культурные люди, не совсем добропорядочные. Да, где можно больше заработать, если скажем так, то туда и пошли люди, которые вот у нас корыстные, скажем так. Очаги среды культурной, вот хорошего, потому что вот у меня растут дети, и я хочу показать, вот там интеллигентная среда, да, предположим, как говорят, это интеллигентные люди, как мы смотрим в фильме, да, вот там образованные, возьми пример. Вот кого мы можем сегодня реально привести в пример? И в части образования, поведения, достойной жизни, с традиционными, черт бы с ним, ценностями. Но при этом человек, который не идет против совести, при этом он успешен в карьере, при этом он видит будущее. У меня четкое понимание, у меня нет примеров для детей. Не, ну вы ошибаетесь, она все-таки есть. Но тот же Марский Ильич Сафаров для меня вот человек, который вот, вызывает уважение, несмотря на преклонный возраст, ему 87 лет исполнилось. Преклонный возраст, да. Но они уже прожили, а вот средние года. Ну, вообще много достойных людей среди моих коллег-журналистов, на которых я равняюсь. Кто-то из них за рубежом работает, кто-то сейчас еще в Москве. Тот же Венедиктов, пусть его по-разному к нему относятся, но для меня это пример такого успешного, карьерного, профессионального роста, не знаю. Журналистская среда, да. Раз. А где еще? Вот... Я думаю, много есть и среди ученых, и врачей. И еще есть очень большая категория людей, которые работают в некоммерческих организациях. Вот там точно очень много примеров и интеллигентности, и по хорошего образа жизни. Это вымирающий класс? Нет, у нас никогда это не умрет, потому что, слава богу, в России очень, как бы правильно сказать, сочувствующие люди есть. Все-таки это от менталитета отталкивается. Вот посмотрите на организации, условно, допустим, фонд называется «С любовью», если не ошибаюсь, вот даже в названии. Вот. Они помогают воспитанникам детских домов, которые отстали в учебе, находят репетиторов. И вот вроде небольшое маленькое дело, но оно стоит того. И ты понимаешь, вот лично я помогаю одному ребенку, не знаю, мне кажется, что я делаю хорошее, полезное дело. Хоть капельку чего-то я улучшу в этой жизни. Разив, что бы вы мне пожелали бы, я не знаю, сказали бы важное, потому что я сейчас беру вот эти серии интервью, провожу очень много встреч, мне реально интересны люди, я их не видела, я в шоке, где-то была раньше насторожена к этой среде, нет, на самом деле мир добрый, теплый, он тебя принимает и обнимает, и наши люди готовы защитить даже тех, кого они реально любят, и я поэтому понимаю, что меня люди любят, да, вот в хорошем таком смысле слова. Вот все-таки что пожелать? Не меняйтесь. Если вы попадете во власть, не меняйтесь. То есть сейчас дела закон, с которым можно встретиться и поговорить, чтобы это осталось и дальше-то. Ну, я постараюсь. Я сильно постараюсь. Если у меня не получится, вы мне даже если я не буду трубку брать, значит, вы мне 110 раз наберете и очень жесткими словами скажете: корону сними, пожалуйста, ладно? Обязательно только. Поэтому... Единственное, я всегда помню, благодаря чему я чего-то добилась в жизни. И те люди, которые... И вот я почему Разифу отдельно благодарна. Он, как бы меня ни пугали, вот как раз вот этой оппозиционной средой, что я, наверное, могу получить какие-то боковые негативные моменты. Нет, меня аккуратно взяли на ручки. Меня аккуратно провели и по крупному счету уже научили даже брать интервью. Это достаточно интересная работа. Спасибо вам, Разиф, за то, что вы сделали для меня. Уже, я надеюсь, в будущем наша эта история еще не закончится долго-долго-долго-долго. У нас
получатся те смелые мечты. Спасибо. Спасибо, жители Республики Башкортостан. До свидания. Всего доброго.